проходит день, и в комнате потемки, пока еще не горит свеча. И за столом великий князь Потемкин сидит о чем-то гневе там ворча. Проклятый шейх Мансур все мысли спутал, как горле кот засел в душе моей. Зловещей тенью он меня окутал и изумляет древностью своей. Страх лишь Мансура вселял. Страх лишь Мансура вселял. Умеет этот шейх Мансур нежданно появляться там, где и не ждут. И в тактике искусен, как ни странно, но в Петербурге это ж не поймут. Как князю этот шейх Мансур обещает, он дни и ночи думал про него. И много золота князь обещает, кто сможет, кто принес главу его. Страх лишь Мансура вселял. И в гневе князь Потемкин собирает из прославленных на Русь полков отряд их пушки добавляет и наставляет бравых молодцов. Пусть вашей нежно-взящей рукою Мансура будет строг аул родной. Пусть над Суджа горною рекою ты пожаришь царица его. Страх лишь Мансура вселял. Страх лишь Мансура вселял. И был аул сожжен нещадно, и женщин, и детей, и стариков. Рубины до едино беспощадно, так гласят предания веков. И превратив аул в одни пожары, соседним силам двинулись войска. Но тут и прямо в тыл Мансур ударил, и слышалось Аллах издалека. Страх лишь Мансура вселял. Страх лишь Мансура вселял. Столь яростной была его атака, что враг где небо, где земля не знал. И так теснил, пока солдат ватагой он прямо в реку Суджу не загнал. И все шалили от щепенцев, до них